Встречу с общественностью провел полпред президента в Северокавказском федеральном округе Сергей Меликов, прибывший в Северную Осетию накануне с рабочим визитом. Меликова просили обратить внимание на ветеранов войны, которые нуждаются в жилье, а также поддержать инициативную молодежь. Остро встал вопрос экологии. Есть версия о том, что завод «Электроцинк» пагубно влияет на окружающую среду. Полпред пообещал в свой следующий визит лично посетить предприятие и выяснить, причиняет ли оно вред здоровью. Сергею Меликову также показали план строительства современных микрорайонов Владикавказа и новый детский сад, который откроет свои двери уже 1 сентября. По окончании своего пребывания в республике полпред отметил, что сейчас необходимо быть уверенным в том, что Северная Осетия идет в правильном экономическом направлении. У региона есть все для того, чтобы продолжать развиваться. Самое главное, с чего я хотел бы начать, и на протяжении всей нашей беседы прошу, чтобы это правильно понимали. Российская Федерация в лице всех ее структур, федеральных органов исполнительной власти, силового блока, гражданского населения и всех иных форм, которые у нас сегодня существуют и поддерживают российскую гражданственность, гарантирует и обеспечивает вам вашу безопасность на территории вашего места. Тренинг по финансовому планированию, прошедший в IT-парке «Алания», собрал как начинающих бизнесменов, так и успешных предпринимателей. Бизнес-аналитик из Новой Зеландии Зарина Базоева поделилась опытом создания и развития новых проектов и рассказала участникам, как разработать свой стартап. По статистике, только 10% стартапов в республике получают успешное развитие. Причина таких результатов в том, что предприниматели слишком мало внимания уделяют планированию бизнеса. Практическая лекция помогла участникам пошагово разобраться в том, как обратить внимание инвесторов на свой проект, получить прибыль от собственного дела и удержаться на финансовом рынке. У меня уже опыт работы 8 лет. То есть 6 лет я была финансовым аудитором в KPMG, и сейчас уже 2,5 года бизнес-аналитик. Вот. И на основе этого всего я собрала некоторые материалы и буду рассказывать не чисто теорию. Учения стрелковой роты прошли на полигоне Шалхи в селении Тарское. Армейцы должны поразить 3 мишени на расстоянии нескольких сотен метров за 80 секунд. С юными бойцами занимаются опытные инструкторы. Требования к молодому составу строгие. Кроме владения техникой стрельбы в разных климатических и ландшафтных условиях, армейцы должны сдавать норматив по сборке оружия и усваивать правила безупречной маскировки. Умение маскироваться для снайперов одно из самых важных. При себе стрелку нужно иметь бинокль и специальную тетрадь, где фиксируются результаты наблюдений за вражеской местностью. При поражении цели мы задерживаем дыхание на определенное количество времени и плавно спускаем пусковой механизм. Если плавно не спустить пусковой механизм, можно привести за передергивание винтовки, можно съехать с плеча, и ты не сможешь поразить цель, и тебя могут самого поразить. Поэтому нас учат, обучают всему, что правильно делать, как стрелять, как вымерять. Наша землячка Фати Бисолти примет участие в новом шоу «Rising Star», которое покажут на телеканале «Россия-1» осенью. Конкурс обещает стать переворотом в мире вокальных состязаний. Он стартует одновременно в нескольких странах – Франции, Германии, США, Португалии и России. О новом шоу студентка эстрадно-джазового отделения Российской академии музыки имени Гнесиных узнала от своего педагога. Фатима отправила заявку на участие в конкурсе и через некоторое время была приглашена на прослушивание. Успешно исполненный репертуар позволил Фатиме пройти в следующий отборочный этап. Одним из экзаменаторов был сам Алан Бадоев. Сейчас Фати Бисолти делает все от нее зависящее, чтобы пройти в следующий конкурсный этап. Она очень талантливая, она очень артистичная, и на сцене она раскрывает каждую песню с определенным образом. 2 песни друг на друга не похожи. Она принимала активное участие в жизни и сельхозакадемии, и нашего училища искусств. Она даже была участницей конкурса «Студенческая весна» и выиграла этот конкурс на уровне нашей республики, и потом поехала на межрегиональный конкурс и тоже его выиграла.
Владикавказская Алания провела первый товарищеский матч под руководством нового главного тренера Артура Пагаева. Соперниками барсов стали лидеры чемпионата республики команда ГМИ. На игре присутствовал весь тренерский состав и руководство клуба. Шанс показать себя предоставили каждому футболисту. После перерыва на поле вышел совсем другой состав. Главный тренер сделал все 11 замен, дабы четко понимать, какие именно игроки есть у него в обойме. В итоге товарищеский матч закончился со счетом 1-1. Сейчас Владикавказский клуб готовится к новому сезону. Первый официальный матч Алания проведет в конце июля. Тренировочный процесс наладился, стали более интересные упражнения. Все ребята готовы тренироваться под эти упражнения. Всем очень нравится, все работают.